Не всегда подходит для работы обычные линии, полилинии, бесконечные линии и так далее. Часто хочется создавать более сложные объекты, но намного проще. Особенно, конечно, очень плохо работать отрезками. Часто многие любят это делать. Мы рассмотрим с вами, что такое мультилиния. Создадим стиль мультилинии. Там меню формат, стиль мультилинии, либо кнопка стиль мультилинии. Зададим имя, к примеру, единица, и поставим, чтобы в начале и в конце мультилинии были торцы закрыты. Расстояние 0,5 и минус 0,5 мы оставим и установим, чтобы этот стиль шел по умолчанию. Стандартно в меню ни 2009, ни 2010 нет кнопки мультилинии, поэтому заходим в адаптацию, находим рисование 2D, открываем нужную строку. Здесь вот у меня уже была кнопка. Поставим еще одну, чтобы было понятно. Вот видно справа, что появилось у нас даже две кнопочки. Нажимаю отмена. Итак, выбираю кнопку мультилиния. Вижу, что у нас есть три запроса: расположение, масштаб и стиль. Масштаб — это толщина мультилинии. Так как мы сказали 0,5 и минус 0,5, в итоге это единица. Поэтому, установив, к примеру, масштаб 120, толщина линии будет 120. Расположение — это как будет чертиться сверху, снизу или по центру. В данном случае сверху. Собственно, первая полилиния. Так, чуть-чуть увеличим чертеж. Так, нарисуем что-нибудь. Здесь еще одну. Так, еще одну. Давайте даже нажмем на мультилинию и выберем типы соединений. В данном случае выберем угол. Нажав на двух линиях, автоматически обрезались и соединились. Также Т соединение одно и второе. Мультилинии очень просто управляются. Единственное, что в мультилинии потом нельзя изменить стиль, ни самой мультилинии, ни перенастроить стиль, поэтому настраивайте сразу. Также можно добавить несколько вершин новых. В полилинии это делается намного сложнее, а удалить вершины полилинии вообще нельзя. Здесь это делается очень просто. Окей. Мы видим, что сбиваются при сдвижении мультилинии эти стыки, потому что стыки на самом деле это нарисованные дырочки. Их можно как зарисовать, так и нарисовать самостоятельно. Создадим еще один стиль, два, будет который состоять из нескольких мультилиний. Зададим расстояние, к примеру, 0,3, минус 0,3. Окей. Установить. Окей. Сделаем дырочку. Обрезаются мультилинии так же, как и обычные линии. Вот только торцы уже сразу закрыты. Выберем кнопку и нарисуем. Пожалуйста. Очень просто нарисовать. Там окно, электрику и так далее. Выбираем Т соединение. Вуаля. Единственное, мультилиния не может быть закругленной. Она всегда только ровная. Также на расстоянии угловое соединение можно произвести.
Берем другой стиль, единица, прям с командной строки. Окей. В свойствах можно поменять ее толщину. Также мультилиния очень хорошо штрихуется. Берем штриховку, чтобы она была обязательно ассоциативная. Выделяем объект. Окей. Масштаб поправим. 30. Так. Меняем мультилинию. Штриховки остаются на своих местах. Давайте прорежем дырочку самостоятельно на одной линии. Или вот на двух. Но если мы сдвинем мультилинию, то дырки автоматически закроются. Но штриховка не слетает.